Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дурусуль лугатиль арабия. Уроки арабского языка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху, уважаемые друзья. На этом видеоуроке мы расскажем вам о таком грамматическом понятии, термине, как аль-муаннаф. То есть речь идет об именах женского рода. Основным показателем имен женского рода в арабском языке является окончание атун. Итак, перейдем к нашему шестому уроку. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахби аджмаин. Рабби яссир ва ла туассир, рабби таммил хайр. Ад-дарсу садис. Шестой урок. Прежде чем перейти к шестому уроку, давайте сделаем пояснение. Шестой урок, первый том мединского курса. Хадихи. Напоминаю, мы проходим указательное местоимение хадихи женского рода. Тут дается определение хадихи. Хадихи переводится это или же это. Исму ишаратин. Это имя, указание или же указательное имя лиль муфрад аль-муаннаф для единственного числа женского рода, аль-кариб для близкого расстояния, акиль для разумных веществ, ва гайра акиль, а также для неразумных. Допустим, разумное существо — это у нас люди. Хадихи хатиджату — это хатиджа. Хадихи бинту — это дочь. Хадихи ухтуль мухандиси — это дочь инженера. Гайру акиль, то есть неразумное существо, допустим, хадихи сайяратун. То есть показателем женского рода, имен женского рода в арабском языке является это окончание атун. То есть та марбута, говорят на нее, округленное т. Хадихи микватун, то есть это утюг. Утюг на арабском языке является женским родом. А как определить, что женского рода? Потому что у нас есть вот это окончание атун. Хадихи дарраджату анасин. Это велосипед Энеса. Анаса. Энес, Анас. Дарраджату — показатель женского рода, поэтому будет хадихи. Здесь дается пояснение. Амthилатун ухра. Есть также другие примеры. Вроде бы на вид, по внешнему признаку нельзя сказать, что они являются женским родом, но на самом деле являются по сути своей женского рода. То есть парные части тела являются у нас женскими именами. Допустим, хадихи узунун — это ухо. Ухо в арабском языке, соответственно, будет женского рода. Хадихи айнун — это глаз. Тоже женского рода, так как парные части тела. Хадихи едун — это рука. Вахадихи риджлун — это нога. Хадихи мил'акатун — тут уже видно, что оно является женским именем. Это ложка. Вахадихи кидрун — кастрюля тоже является женским именем. Также на этом уроке, то есть тут, допустим, нельзя сказать хадихи анфун — это нос, или хадихи фамун — это рот. Анфуна — рот, нос, хада анфун — мужского рода, хада фамун — это род, тоже будет именем женского рода. Также на этом уроке мы затронем такое понятие, как аль-джумляту аль-исмияту, то есть именное предложение. Именное предложение аль-джумляту аль-исмияту, здесь дается определение на арабском языке. Что такое именное предложение? Татакаввану мин калиматайни туфидани ма'нан тамман муфидан ва тусамма джумлатан муфидатан. То есть именное предложение состоит или образуется из двух слов туфидани, которые выражают смысл, тамман муфидан, содержащий по себе, то есть полнозначный смысл, то есть полнозначное значение. Вот тусамма джумлатан муфидатан, ее также называют как полнозначное предложение. Допустим, аль-бабу, здесь Мухаммадун должен быть. Мухаммадун талибун. Мухаммад является
студентом. Здесь Мухаммад является чем? Мубтада, то есть подлежащим, а слово талиб является хабаром, то есть сказуемым. То есть можно выразить иными словами, то есть именное предложение — это такое предложение, которое состоит из имени и, как правило, состоит из подлежащего и сказуемого. Допустим, аль-бабу муглак. Слово аль-баб является здесь мубтада, то есть подлежащее, муглакун является хабаром, то есть сказуемым. Аль-миндилю васихун. Платок грязный, допустим. Хуа муслимун. Он мусульманин. Слово «он» является и местоимением, и мубтада, то есть подлежащим. Муслимун является хабаром, сказуемым. Залика камарун. Тилька шамсун. Та солнце. То солнце. Слово «тилька» является мубтада, то есть подлежащим. Оно же является указательным именем для дальнего расстояния женского рода. Шамсун является хабаром, то есть сказуемым. Итак, перейдем непосредственно к нашему 6-му уроку. Ад-дарсу садис. То есть мы рассматриваем указательное местоимение, указательное имя. Исму ишаратин, указательное имя. Хадихи для женского рода. Хада это для мужского рода. Переводится как это. Это сын Хамида. Хада ибн Хамид. Вахадихи. А это Вахадихи бинту Ясин, а это дочь Ясира. Ибн Хамидин, сын Хамида. Джалисун, сидящий. Ва бинту Ясирин вакифатун, а дочь Ясира стоящая. То есть вот это является хабаром, то есть сказуемым, а вот это является подлежащим. То есть также и изофетной конструкции. Бинту Ясирин, то есть дочь Ясира. Изофетная конструкция, напоминаю, выражает для принадлежности кого-либо или чего-либо к чему-либо или кому-либо. В данном случае дочь Ясира — это изофетная конструкция, мудаф илейх. В целом оно является подлежащим. Ваакифатун хабар. Сказуемое. Ман хадихи. Кто это? Хадихи ухтуль мухандиси. Это дочь инженера. Ахия айдан мухандисатун. Инженер. Женщина, инженер. Вот это показатель женского рода. Оно, как правило, образовалось из буквы Т плюс такой глухой звук Г. Ахия айдан мухандисатун, она инженерка. Ляхия табибатун, нет, она врач, женщина-врач. Табибатун, женского рода. Муэннес. Сайярату ман хадихи. Чья это машина или кого это машина? Хадихи сайярату мудири. Это машина директора. Ма хадихи, что это? Это утюг. Хадихи микватун. Лиман хадихи, кого-то. Или чье это? Хадихи ли Халидин, она принадлежит Халиду. Вопросительная вот эта частица переводится как на русский язык ли. То есть велосипед Анаса ли это. Дараджату Анасин хадихи. То есть велосипед Анасу ли принадлежит ля хадихи дараджату Аммарин. Нет, это велосипед Аммара. Хадихи джадидатун. Она новая. То есть на русский язык переводим велосипед мужского рода, поэтому переводим как он новый. В арабском языке дараджатун, велосипед, является женским родом. Вот у нас показатель женского рода. Дараджату анасин кадиматун. Велосипед, а велосипед Анаса старый. Хадихи саату алиин. Это часы Али. То есть Али принадлежат. Хия джамилатун джиддан. Они очень красивые. Хадихи мил'акатун. Это ложка. Вахадихи кидрун, а это кастрюля. Эль-мил'акату, ложка, фил кидри, находится в кастрюле. Хадихи бакратуль фаллах, это корова колхозника. Фаллах, крестьянин, колхозник, фермер. Хада анфун, единственный орган человека, поэтому не парный, поэтому является мужским родом.
Хада анфун – это нос. То есть это имя мужского рода. Вахада фамун – это рот. Хадихи узунун – это ухо. Вахадихи айнун – это глаз. То есть это парные органы, парные части тела, поэтому женского рода. Айнун – глаз, узунун – ухо. Хадихи ядун – это рука. Вахадихи риджлун – это нога. Тамарин – упражнение. Икра – прочитайте, вактуб и перепишите. То есть нужно несколько раз прочитать, потом записать. Хада масджидун ва хадихи мадрасатун. Это мечеть, это школа. Второй. Ман хадихи. Кто это? Хадихи ухту Аббасин. Это дочь Аббаса. Хада дикун. Это петух. Ва хадихи даджаджатун. Это курица. Хада бнуль мудир. Это сын директора. Ва хадихи бинтуль мударриса. А это дочь преподавателя. Хадихи умму Ясин. Это дочь, это мама Ясира. Эйна кидрул лахми. Кидр – кастрюля, лахм – мясо. Хада бабун – это дверь. Вахадихи нафидатун – а это окно. Окно в арабском языке будет женского рода. Вот оно, показатель женского рода. Окончание атун. Хия фи тhalляджати. То есть здесь вопрос, где находится кастрюля для мяса. Оно находится в холодильнике. То есть это упражнение нужно переписать. Во втором задании нужно как бы это в устной форме. Допустим, к примеру, ма хада. Что это? Хада бейтун. Нужно дать вопрос, составить вопрос к этим рисункам. Допустим, мечеть мужского рода, поэтому нужно сказать махада. Махада, хада, масджидун. Махада, допустим, хада бабун. Это дверь. Махада, можно сказать, это книга. Махада тоже это дом. Это бейтун. Микватун уже будет махадихи. Мифтах будет мужского рода, поэтому нужно сказать махада. Едун женского рода, поэтому махадихи, хадихи, едун. Махада, что это? Хада калямун, это ручка. Как сказать на арабском языке, что это? Это ложка. Махада или же махадихи. Естественно, ложка в арабском языке будет мил'акатун женского рода, поэтому нужно сказать махадихи. Ответ будет хадихи мил'акатун. Камис – это рубашка. Махада, хада камис. Камисун хадихи махадихи. Хадихи дарраджатун. Махада, что это? Хада фамун, это рот. Махадихи, что это? Это кастрюля. Кастрюля будет в арабском языке женского рода, поэтому нужно сказать махадихи. Вопрос правильно нужно задавать. Махадихи, хадихи кидрун. Назаратун очки или же айнун глаза, можно сказать. Махада, хада курсиюн. Махадихи, хадихи саатун. Махадихи, хадихи риджлун. Нога. Махадихи, что это? Хадихи тhalляджатун, холодильник. Махада, что это? Это звезда. Хада наджмун. Хадихи будет. Что это? Хадихи сайяратун. Это машина. В третьем задании нужно прочитать примеры, как указано на примерах. В образце даются как бы готовые ответы. Мухаммад талиб, значит, Амина будет талибатун, женского рода. Мухаммад студент, ученик. Аминату талибатун, студентка, женского рода. Хамид табибун, Хамид врач. Фатима, нужно сказать, врач, женщина-врач. Будет табибатун, женского рода. Табибатун.
Хуа муслимун, он мусульманин. Хия, нужно сказать, муслиматун. Вот такую округленную т добавляем. Та марбуту. Аль-бабу муглакун, дверь заперта. Окно, дверь закрытая, заперта, нужно сказать, окно закрытое. Ан-нафидату муглакатун. Вот вам готовое домашнее задание. Фатимату табибатун. Хуа муслимун, добавляем там арбуту, хия муслиматун, женского рода. Аль-бабу муглакун, дверь заперта, закрытый. Дверь является мужским родом в арабском языке. А слово нафидату, окно, будет женского рода, поэтому там арбуту добавляем. Муглакатун. Аль-миндилу васихун, аль-яду васихатун, рука грязная. Аш-чаю харрун, чай горячий. Кофе горячий на арабском языке будет аль-кахвату харратун, женского рода. То есть, соответственно, хабар, то есть вот он хабар, сказуемый будет тоже женского рода. Аль-масджиду баидун, мечеть далеко. Аль-мадрасату баидатун, школа далекая. Ат-талибу маридун, студент болен, студентка болеет, больна. Маридатун. Аль-хисану сариун, ас-сайярату сариатун. Сариун – быстрый. Хисан – лошадь. Аль-камару – луна, джамилун – красивый. То есть в арабском языке будет мужского рода, но на русский язык, когда переводим, как бы на женский род. Луна красива. Луна красивая. Аш-шамсу джамилатун – солнце красивое. Аль-абу джалисун, аль-умму джалисатун. В третьем задании нужно просто исправить эти ниже указанные предложения. Хакибатун ман хада нельзя сказать. Почему? Переводится как чей этот портфель. Портфель будет в арабском языке женского рода, поэтому уже это хадихи. То есть все так же оставляем, но добавляем слово хадихи. Аль-гурфату мафтухун. Гурфа, комната будет в арабском языке женского рода, поэтому нужно мафтухатун. Хадихи будет сайярату табиби. Хадихи мифтаху сайярати. Это ключи от машины. Хадихи нельзя сказать, потому что мифтах является мужского рода, поэтому хада. Хада – это мифтаху сайярати. Это ключи от машины. В шестом задании, четвертое, в следующем задании нужно прочитать ма'аддабти авахир калимат, используя, так скажем, правильные конечные огласовки, харакят. В конце слов, в окончании слов нужно дать правильную огласовку. Хади, хада ли Мухаммадин, это принадлежит Мухаммаду, вадалька ли хами дин. Лиман хадихи, кому принадлежит это? Хадихи ли яси рин. Из-за частицы ли в конце будет танвин кясра или же просто кясра. Альхамду лиллахи. Лиллахи, Аллаху принадлежит аль-машрику валь-магрибу. Тут даются новые слова. Аль-миквату утюг, дарраджату велосипед, мил'акату ложка, аль-кидру кастрюля, аль-бахарату корова, аль-фаллаху колхоз, фермер, анфун нос, аль-фаму рот, аль-узну ухо, аль-еду рука, аль-риджлю это нога, аль-шаю чай, аль-умму мать, мама, аль-тhalляджату холодильник, аль-кахвату кофе, сариун быстрый, аль-нафидату окно, джиддан очень. На этом урок наш подошел к концу. Альхамдулиллахи раббил аламин.